Главное политическое событие в жизни региона состоялось накануне. Был избран глава Ингушетии. В ходе тайного голосования из 3 представленных кандидатов Юнусбек Евкуров одержал уверенную победу. За него проголосовали 26 депутатов из 30. И тем самым он обеспечил себе 3-й срок правления. Светлана Томова напомнит, как это было. Самое главное политическое событие жизни республики – 30 депутатов, а именно столько их на внеочередном заседании Народного собрания, должны решить, кто будет возглавлять республику в ближайшие 5 лет. В зале представители министерств, ведомств, религиозной сферы, молодежи и, конечно, старейшин. Свидетелями этого важного для ингушей выбора стали и главы субъектов СКФО. Кандидатов на пост главы Ингушетии, выдвинутых на рассмотрение Народного собрания президентом России Владимиром Путиным, 3. Для каждого из них это знаковый день. Кому доверит руководство самой молодой, но перспективной республики, которой еще многое предстоит. Имена претендентов озвучили в официальном представлении президента страны. В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 года номер 184 ФЗ об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации представляю 3 кандидатов для избрания на должность главы Республики Ингушетия. Богатырева Ильяса Сулеймановича, заместителя председателя Комитета Народного собрания Республики Ингушетия по здравоохранению и социальной политике, Евкурова Юнусбека Бамангиреевича, главу Республики Ингушетия, и Евлоева Урусхана Хасановича, депутата городского совета муниципального образования, городской округ, город Назрань. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Важную и ответственную миссию доверили народному избраннику Магомеду Тибоеву. Он председатель счетной комиссии. Утвердив форму бюллетеня для голосования, депутаты перешли к главному – процедуре тайного голосования. И вот спустя полчаса стало известно, кто будет возглавлять Ингушетию на протяжении следующей пятилетки. За Богатырева Ильяса Сулеймановича 2, за Евкурова Юнусбека Бамангиреевича 26, за Евлоева Урусхана Хасановича 2. Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Евкуров Юнусбек Бамангиреевич. Юнусбек Евкуров получил в свою поддержку большинство голосов. Депутаты сделали свой выбор в пользу стабильности и процветания. При своем выборе мы руководствовались тем, чтобы кандидатура, которая была избрана, наиболее достойна, которая способна повести наш регион, нашу республику к дальнейшим достижениям. Для того, чтобы человек этот был способен развить дальнейшую нашу экономику, создать дополнительные рабочие места, создать мобильное наше общество, цельное общество, гражданское. Мой выбор за стабильность, мой выбор за будущее Ингушетии, мой выбор за то, чтобы каждому человеку, каждому жителю Ингушетии было комфортно жить в нашей республике. Сюда входит и социалка, и экономическая, в общем, составляющая, много чего. Дорогие друзья, уважаемые депутаты, жители Республики Ингушетия, дорогие приглашенные, я искренне выражаю всем вам признательность за то, что поддержали мою кандидатуру и удостоили меня чести вновь быть главой Республики Ингушетия. Я в полной мере осознаю важность и значимость этого момента, понимаю, какая большая ответственность ложится на меня, и хочу вас заверить, что буду трудиться во благо каждого жителя республики нашей, во благо всей нашей страны, невзирая ни на какие трудности и проблемы. Конституция Ингушетии позволяет избранному главе провести процедуру вступления в должность в течение 14 дней после избрания. Но депутаты предложили провести инаугурацию в этот же день. Полпред Александр Мотовников поблагодарил весь народ Ингушетии за колоссальный труд. Поблагодарил также парламент республики за качественную и содержательную работу и поздравил Юнусбека Евкурова. Со своей стороны могу заверить, что вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку как представителя президента России в Северокавказском федеральном округе, на поддержку федеральных органов власти в округе. Собравшиеся гости как один поддержали выбор депутатов Народного собрания. Они отметили, что изменения, которые произошли в Ингушетии во
во время правления Евкурова не заметить просто невозможно. Я хочу сказать одно, что Юнусбека Бамадагиевича я знаю с первого дня, как он пришел сюда в республику. Я знаю, какая досталась ему республика и какие были проблемы, как лилась кровь, как не было экономики, рабочих мест. И за то время, когда он здесь руководит республикой, мы видим грандиозные изменения. Спокойная республика, веселые дети идут в школу, строятся мечети, храмы, школы, развивается экономика республики. Главой республики задан курс по социально-экономическому развитию республики. Есть проекты, которые уже сегодня в работе находятся. И я думаю, что именно последующие 5 лет, наверное, вот те успехи, которые мы достигли, это в спорте, в образовании, в медицине, мы должны закрепить. И я более чем уверен, что Юнусбек Бамадагиевич точно знает, по какому плану, по какому графику он будет двигаться. Это, во-первых, продолжение курса стабильности. Это, во-вторых, дальнейшее социально-экономическое развитие республики. И, в-третьих, это, конечно же, общественное единство. Вот если все эти 3 компонента взять вместе, то, мне кажется, будущий руководитель должен именно этим заняться. Собственно, этим мы все занимались и до этого. Но это все 3 компонента являются факторами, стабилизирующими нашу жизнь. Лично я одобряю, ибо им очень много сделано для этой республики. Он довольно демократичный руководитель, относится терпимо к критике, ну, у него много положительных качеств. То, что идет развитие динамичной республики, об этом, думаю, никто, значит, сомневаться не будет. Мы видим тот результат, который имеем. И дальше этот результат надо наращивать и развивать. Я думаю, что тот курс, который был взят 5 лет тому назад, единственный правильный курс. Я думаю, что мы и дальше пойдем по этому курсу. То есть создание рабочих мест, строительство дорог, строительство водопроводов. То есть последние 5 лет мы будем заниматься благосостоянием жителей Республики Ингушетия. То есть будем решать социальные вопросы. Напомню, ранее глава республики подписал указ об отставке правительства региона и предложил народным избранникам кандидатуру Зелимхана Евлоева на пост председателя правительства Ингушетии. Также глава Ингушетии подписал указ о назначении Мусы Чилиева на пост члена Совета Федерации Федерального собрания от исполнительного органа госвласти региона. День избрания главы Ингушетии был волнителен для всех. Парламент сделал выбор – двигаться вперед с багажом знаний и опыта, которые были накоплены за последние 10 лет. Это отличная стартовая площадка для динамично развивающегося субъекта. Светлана Томова, Хава Султыгова. Новости 24.